шунавандагони арҷманд салом, бинандагони арҷманд салом ва ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо раиси ассотсиатсияи дастраскунандагони алоқаи мобилии Тоҷикистон Ғафур Эркаев ҳастанд. Здравствуйте, Ғафур. Добрый день, спасибо большое. У нас вот в течение где-то месяца два постоянно получаем жалобы от провайдеров, от конкретных наших слушателей о том, что они иногда имеют проблемы с тем, что не могут связаться по интернету, потому что связь как-то они вот неконтролируемо снимаются у них со счетов деньги, как они говорят. Во-первых, хотелось бы, чтобы каждый абонент, каждый пользователь сотовой связи очень внимательно бы обращал внимание на те тарифные планы, которые он включены в обслуживание оператора. То есть на основании договора между предоставляющим услуги связи оператором и самим абонентом. Если же у абонента имеются жалобы на некачественную связь, на биллинговую систему расчета с абонентом, или же еще какие-то вопросы, которые не могут быть решены путем переговоров с колл-центром, то абонент имеет право на сайте компании разместить свою проблему, которая его интересует. А вот давайте мы послушаем вот жалобу одного нашего слушателя и вашего абонента одной из компаний, провайдеров. Это компания Билайн. من خودم ترجمان کار میکنم در یک شرکت خارجی. و همی روز بود که من همون روز اینترنتم گیریان شد. مثلا بعد یک ماه باید که اینترنت من با کشته شود از طرف شرکت. با من SMS پیامک آمد که در بالانس شما مینویسید $10 است. مرحمت بالانستون رو پر کنید و اینترنت رو استفاده برید. من با شرکت زنگ میزنم. آنها میگویند که ما شکایت شما رو قبول کردیم. خیلی بسیار گپ زدند. بعد میگم من با وایو فهموندم که من بسیار کاری مهم دارم. مثال اگر میتوانستم همون روز من اگر با نمیبرم با علاقه در تماس نمیشدم میتوانست من رو از جای کارم آزاد کنه. چون Ну, давайте начнем с того, когда он звонил, день, дата, так? Да. Фамилия оператора. Ладно, имя, не говорят имя, номер оператора, то есть номер, какой его обслуживал, так? Да. Какое количество раз он звонил, по датам. Согласны со мной? Да. Поэтому я понял, если у вас есть возможность на данный момент, дайте, пожалуйста, мне его контактный номер. Да. Дайте его контактный номер. В виде исключения, еще раз приду, в виде исключения. Я выйду напрямую с руководством, переговорю. Угу. Если у него такая была проблема. Но в будущем я бы хотел объяснить. Абонент имеет права, а компания имеет обязанности. Компания имеет права, абонент имеет обязанности. Поэтому, если колл-центр, то есть оператор, не смог решить проблему, он увидел. Есть сайт компании. Он может выйти на сайт и решить там эту же проблему уже в письменном виде. У него уже останутся какие-то уже регистрационные вещи, потому что это уже удалить нельзя, правильно? Да. Потом этот человек, видя, что не решается вопрос, он просто-напросто идет и пишет заявление на имя руководства в саму головную компанию. Да. А вот если пройтись по сайтам, я вот несколько дней, пока вот эти наши слушатели жалуются, тоже прошелся по сайтам. Редко, вот есть сайты, даже если взять вот, по которому у нас была жалоба по Билайну, номера, которые даны в сайте, они не работают. Имейл, который там есть, который для слушателей или для журналистов или для информации, тоже вот в течение суток-двух мы ответа не получили. Все надо исправлять.
Все благодаря наших уважаемых слушателей, все благодаря наших уважаемых абонентов. Мы, понимаете, в первоисточник информацию, когда такая попадает, естественно, мы не оставим это без внимания. Поэтому я вот сижу не просто так, я записываю ваши все замечания. Они сейчас мной лично будут переданы руководству компании, поэтому, если такая возможность, давайте начнем, как вам сказать? Давайте начнем вот с одного слушателя, который вот сейчас... Когда... Если ты один раз в день хотя бы кому-нибудь помог, как человек, подал руку женщине, уступил место взрослому человеку, выключил свет, закрыл кран, я думаю, что благополучие на нашем земном шаре быстрее наступит, если каждый так будет себя вести. Да. Большое спасибо. Будем надеяться, мы вам передадим... Пожалуйста. Да. Мы вам передадим этот телефон и надеюсь, что хотя бы вот этот наш слушатель уже не будет иметь проблемы с интернетом, он будет слушать нашу программу и вот наше с вами интервью, и нам будет что им сказать. Да, Большое конечно. спасибо.